Там. Сильные вопросы какие-то. Этот, Дембеле. Правильно. Да, хлопать, давайте. Вообще непонятно, отвечаю. Так, я что-то подох. Чанган и Астана Моторс поддерживают юношеский футбол в Казахстане. Переходи по ссылке в профиле и приобретай автомобиль по самой выгодной цене. Добро пожаловать на шоу «Баспен ойна». Играй головой переводится. Ну, то есть, вы поняли, да, аналогию? Представьтесь, пожалуйста, как тебя зовут? Меня зовут Амир. Амир. А ты? Меня Еламан зовут. Еламан. Да, можете звать Ела. Ела. Меня зовут Алмаз. Алмаз. Друзья, как у вас вообще в школе с оценками? Пойдет? Ну, 50 на 50. Да. 50 на 50 это 2,5? Или как? 4. Ага. А ты что скажешь, Ела? У меня тоже тройка где-то. Четверку могу там. Матч алдындағыдай бұл миға арналған жылыту. Қатысушылар қарапайым сұрақтарға жауап беріп, шоуға бейімделеді. Первый тур у нас связан со школьными вопросами, поэтому желаю вам удачи тогда, получается, если у вас все так, как вы рассказываете. Но я надеюсь, что вы справитесь с этими вопросами. Готовы? Да. Вы приехали из Павлодара, верно? Верно. Отлично. Ну что ж, давайте начнем. У каждого игрока будут свои вопросы, и на них отвечать может только игрок. Окей? Хорошо. За каждый правильный ответ мы даем по 2 балла. Шариат вы запишите, да? Правильно ваше имя прописано? Да. Супер. Амир, Ела и Алмаз. Супер. Итак, первый вопрос для Амира. В каком году распался СССР? Может быть, приблизительно. Скажешь? Не знаю. Ну, 80-х. 80-й. Товарищи, есть кто знает правильный ответ? Ну, я предполагаю просто. Давай, предположи. 1991 год. А ты? Нет предположений. Ага. 1991 это правильный ответ. Он никому не засчитывается. Это был твой вопрос, мы просто на него ответили. Хорошо. Окей. Еламан. Как звали императора Франции во время наполеоновских войн? Просто скажу так, Наполеон первый там, нет? Второй. Ну... Что-то Александр бывает, нет? Ну, я не знаю. Можешь фамилию назвать? Знаменитый, да? Ну, очень знаменитый. В целом, император, если он... Я не знаю. Ну, ты был супер в том направлении, попробуй. Первый, там, второй, да? Что-то такое есть. Нет, с фамилию назови. Да Винчик? Нет, не да Винчик. Наполеон да Винчи? Наполеон, нет, Наполеон. Первый, второй. Ага. Друзья, кто-нибудь знает правильный ответ? Не знаю. Наполеон Бонапарт. Ну, это просто Наполеон. Винчик вообще. Просто. Это так Не, чисто. ну в целом-то направление было супер правильным. Да Винчик тоже. Итак, первый вопрос для Алмаса. Автор Гамлета. Кто? Писатель. Ну, назови его имя и фамилию. Алмаз. Я не знаю. Как? Автор Гамлета. Много ли вы вообще в целом писателей знаете? Ну так пару знаю. Назовите, каких знаете. Там Абай Кунанбаев. Знаем. Ну, я имею в виду из зарубежных европейских писателей. Так, этот Марк Аврелия знаю. Потом Ну, Пабло понятно. Пикассо там рассказывал. Ага. Правильный ответ Уильям Шекспир. Таких, конечно, не знаю. Я знал. Окей, поехали. У нас второй круг. Амир, твой второй вопрос. Какое море самое соленое в мире? Не знаю. Атлантическое, наверное. Атлантическое море.
Окей. Не индийское? Не Индийское море. Ну, Индийского моря в целом нету, Нет, это океан. тоже зацепить больше. Так, Алмаз, давай ты, дружище. Или ты выбираешь стратегию здесь, лучше молчать, чтобы казаться умным, да? Нет, ну, я могу наугад сказать, ну, средиземное, допустим. Средиземное. Итак, ни один из ваших вариантов не был правильным. Правильный ответ – Мертвое море. Самое соленое, от того там люди, ну, не могут утонуть. Едем дальше. Второй вопрос Еламана. На каком материке находится пустыня Сахара? Здесь, по-моему, сложно закосячить, братан. Еще раз, на каком материке? Находится пустыня Сахара. Много материков знаешь? Там 4, да, вроде 5. Назови их. Там, короче. Там, не знаю. Там в школе вот. Я не знаю, может, я не знаю. Так, ребята, На Сахаре. Сахара. Просто вдумайтесь, где может быть Сахара? Сахара это На пустыня. пустыне, ну, Где? это понятно. В Египте там. Египет где находится? Египет находится в... Саудовская Аравия. Вот, допустим, Казахстан находится в Евразии, а Египет в Африке где? Это изи же, по идее. Да я знаю вообще, поедет. Окей. Просто так, да? Так, следующий вопрос для Алмаса. Число π приблизительно равно... Да, у нас даже такого не было, мне кажется. Ну, пускай Число, 1300 будет. Мгм. А может быть кто-нибудь из вас? число пи. Да. Там, сука, да. Вообще такого даже не было. Ну, 34. Блин, почти, бро. ты что там так, что ли? Я просто ну сказал. Ну, почти. 3,14. Окей, друзья, едем дальше. Амир, следующий вопрос для тебя. Столица Австралии. Столица Австралии. А какие вообще города Австралии знаешь? Да, даже не интересовался. Может, вы, друзья? Нет. Столица Австралии Канберра. Ну, только страны знаем. Ну, я надеюсь, друзья, в раундах, где у нас будет футбол, вы будете более активными. Да, да. Ну, бывает. Ну, пока что идете на равных, что сказать. Да, У меня один правильно был. Какой? Я выигрываю же, не? Нет, дружище, ты ответил на его вопрос, но Да. это мы не Всё засчитали правильно. же. Итак, третий вопрос, да, получается? Третий вопрос Еламана. Какой океан самый глубокий? Так. Океан. Вот это индийский, да, вот эти, да? Ну Вот да, это океан, да? да. Самый такой. Сколько океанов в целом знаешь? Можешь назвать их и выбрать из них. Ну, до этого отвечаю, знал. Сейчас просто что-то засмущался, что ли, не знаю. Понимаю, Сейчас только бывает. я знаю индийское, потом... Северный ледовитый, да? Да, есть такой. Атлантический. Есть такой. Давайте атлантический будет. Тихий. А вы? Тихий же, Тихий. Да, это Тихий океан самый глубокий. Балл никому не достается. А Так. все, мы уже начали играть? Ну, да, конечно. Поэтому разминка, прикинь. Это первый раунд. Все, надо собрались, давайте. Ну, это первый раунд, он как разминочный Всё, идет. Называется активация. Все, давайте. Итак, третий вопрос для Алмаса. Как называли правителей Древнего Египта? Не подсказывай, дружище, если знаешь. А я если отвечу, то... Нет, никому не Нет? зачитайте. Голова там, не знаю. Ну, типа хан, там, знаешь, египетский вот. Прям из древнего, да, он еще знаменитый такой. Ну, да, очень знаменитый. Я не Еще там в знаю. Египте, да, там стоит. Да. Да, просто... Так, Не знаю. что, давай, Еламан, блистай.
Фарон? Фараон, верно. Фараон. Порядки. Но балл, к сожалению, никому не достается. У всех ребят пока что по 0 баллов. Итак, 4-й вопрос для Амира. Какой город называется Большое Яблоко? Ну, Может, знаменитый такой. очень знаменитый. Может быть, самый знаменитый. Ага. Я предполагаю, пример. Сдаешься? Может, какой-то вариант дашь, и вдруг он окажется правильным? Шанс на миллион. Алмата. Так, товарищи, Это не Нью-Йорк? Нью-Йорк. Нью-Йорк. Ай-яй-яй, вторая. Ну, 1 балл хотя бы. Это что? К сожалению, нет, дружище. Твой 4-й вопрос, Илован. Какое озеро самое большое по площади в мире? Так, озеро. Это не вот это индийское, это вообще озеро. Это океан, да, это идет? Так, озеро. Тоже знаменитое, да, примерно? Ну, да. Тебе, ну и вообще всем нам было бы стыдно не знать об этом. В натуре? Да, не знаю, я если не интересовался. Так, давайте посмотрим. Озеро. Так, товарищи, может быть, вы знаете? Вообще нет предположения. Что Нил это река, да? Да. Амазонка. Амазонка Тоже. река. Тогда не. Это Озеро. так близко, что вы даже себе представить не можете. Каспийское море – самое большое озеро в мире. Это озеро? Да, это озеро. Он не имеет выходов к океану, поэтому это озеро. А, да. Вот. Едем дальше. Алмаз, твой 4-й вопрос. Кто открыл Америку? Что-то у меня нет. Сильные вопросы какие-то. Наверное, был. Ну, не знаю. Так, ну пока что, друзья, ноздря в ноздрю. Норм. Друзья, может, кто знает из вас? Там нет, не Трамп, да, не такие. Не Трамп, нет, точно. Трамп президент, да, просто. Трамп просто президент. Да, Так. не знаю. Америку открыл Христофор Колумб. Первооткрыватель, думая, что это Индия, но это была Америка. Итак, друзья, заключительные вопросы первого раунда. Амир, твой 5-й вопрос. Какой орган в теле человека очищает кровь? Печень, Мгм. А ты что скажешь? сердце. Алмаз? Ну там в целом немного органов дальше осталось перечислить. Это почки, друзья. Почки отвечают за очищение крови в организме. Так, заключительный вопрос первого раунда для Еломана. Какой витамин содержится в лимоне? Витамин С? Абсолютно верно. Первый балл. Наш Ничего, лидирующий. Конечно. Я уже ответил на данный, так что... Чего? Я тоже на это ответил. Пока что лидирует у нас Еломан со своими 2 баллами. Ребята пока отстают, но у Алмаза есть шанс сравняться. 2 есть, можно понять. Итак, твой заключительный вопрос первого раунда. Самая маленькая страна в мире. Германия? Нет. Испания. Канада, да. Какая? Канада, бро, это А какая? вторая по величине страна Ага. в мире, если что. После России. Так, тогда... Ну, я думаю, что вряд ли вы пальцем в небо угадаете, судя по тому, что вы называете эти страны. Ватикан является самой маленькой страной в мире. Итак, друзья, на этом наш первый тур заканчивается. Поздравляю Еломана, который вышел в этом раунде с плюсом. Ну а остальным ребятам желаю удачи. На этом наша игра не заканчивается, а мы переходим ко второму раунду. Матч алдындағыдай, бұл миға арналған жылыту. Қатысушылар қарапайым сұрақтарға жауап беріп, шоуға Второй бейімделеді. раунд называется ВАР, и в нем у нас нет очереди. То есть, если вдруг кто знает ответ, он может сразу отвечать. Все. Итак, первый вопрос.
Каких двух футболистов мы скрыли? Внимание на экран. Родриго. и Родриго. Мар... Кто скажет второго, тот победил. Этот... Дембеле. Правильно. Ай, Леон да, зарабатывает. да, хопать, давайте. Нет. Хопать, ёпте. Детское фото какого футболиста вы видите? Внимание на экран. Пике. Еще варианты. Пике. Еще варианты. Не Пике? Нет. А, вы сказали правильно, да? Я просто так сказал. Кто такой? Одыга? Мартинелли? Вальверде? Нет, он другой был. Суарес? Кто это? Да вообще непонятно. Кто еще? Азамат, ты узнал? Да. Это кто-то из европейских. Да. Серхио Рамос? Нет. Я все проспещаю. Давай. Позиция вратарь. Вратарь? Кассилис? Не, Куртуа? Куртуа, да. Нет. Куртуа, да, говорит. Просто. Так. Не знаю, кто это. Так, Эдерсон, нет? А этот можно будет, как его? Национальность там хотя бы. Да. Это Это Легко, да, прям вообще, он знаменитый, да, прям жестко. Яшин. Так, вратарь. Чех. Да кто ее? Временно. Нет. На этом Так. фото изображен Мануэль Нойер. Да. Вообще непонятно, отвечаю. Вообще что-то непонятно. Это по идее ты должен А был сейчас вы угадывать. его узнали? Нет? Сейчас, ну так, чуть-чуть, по Ну, идее, не похож. прям по идее. Ну, похож. но он не прям. Ну, вообще не похож, да. Он вратарь? Мануэль Нойер. Да. Мгм. Итак, следующий вопрос. После какого матча произносил это наш комментатор? Тондырып тастаған өткен күнім, Кайрат. қурап солып қалды еккен гүлім, өткен баста ұйқысыз түнім, таңдар қайда еді төккен нұрын деп, Криштиану Роналду жылап кетті, қурап кетті. Как сам португалец. Когда Португалия, когда вылетел с чемпионата мира. В каком году? Евро, да. 24-й. В 24-м? Когда он вылетел, да. Когда он так шел, так, не? Не в 24-м? Да, вот она. С кем играл тогда? Ой, 22-м, вот, да, 22-м. В 22-м верно? Португалия с Марокко. Да, абсолютно верно. 2 балла. Типа радость там туда-сюда, не знаю. Итак, друзья, давайте сверимся с нашими баллами. Амир имеет 0 баллов, Иляман имеет 6 баллов и Алмаз имеет 0 баллов. Ну что ж, едем дальше. Третий раунд. 4 тақырып. Әр тақырыпта 4 сұрақ. Ең жоғары балл 4 ұпай. Бұл ең мазмұнды және тактикалық раунд. Мұнда тақырыпты дұрыс таңдап, мүмкіндігінше көп ұпай жинау маңызды. Он называется 4x4x4. Что же это значит? 4 рубрики по 4 вопроса разной сложности. От 1 до 4 баллов. Смел. Смотрите, друзья. У нас есть 4 ячейки. Первая – икона, рекорды, клубы, стадионы. Вы можете выбирать ячейку с вопросом и можете выбирать сложность вопроса. Все. То есть, если вы выбираете, допустим, рекорды 4, это значит, что это довольно сложный вопрос, но если вы отвечаете на него правильно, то вы зарабатываете 4 балла. Если вы выбираете легкий балл, легкий вопрос на 1 балл, вы получаете 1 балл, если проходите. Так, начинать будем с Амира. Амир, выбирай категорию и сложность вопроса. Понял ты, да? Как? Ты понял? Клубы 2. Клубы 2. Внимание, вопрос. Какой клуб известен как Старая Синьора? Это прозвище клуба. Что-то Ну, я понял. подсказки типа будет, там Англия, там Испания. Ну, и Англия, и примерно Испания, да? Что соседний? Ну, нет, Нет, подсказок это не испанский будет. клуб будет. Есть вариант? Ну, предполагал, наверное. Арсенал. Арсенал. Итак, правильный ответ – Я Ювентус. Нет, Ювентус. Я
там идут. Еще Италия. Еламан, категория. Два и клубы давайте тоже. Нет, он уже... А, уровень- все, да, в натуре. Я думаю, можно вот так вот пока. Нет. Уровень сложности... Да, и это я понял. Я думал, можно вот так Да, выбрать. давай быстрее. балл. Сейчас, так, да. Рекордтар, иконолар это кто? Иконы. Иконы это примерно футболисты, наверное. Типа там давно, да, которые? Давайте иконы. Стадионы, клубы... Иконы 2 давайте, иконы. Иконы 2. Внимание, вопрос. Кто автор знаменитой Божьей руки на чемпионате Марадона. мира 86-го года? Марадона. Диего Марадона – это правильный ответ. Отлично. 8 баллов. Плюс 2 балла. Шариат, вы записываете? 8, у меня 8. Супер. Ну там немного у вас работы, но она есть. Следующий. Супер. Стадион. Алмаз. Стадионы 2. 2. Итак, внимание, вопрос. Какой стадион Англии называют театр мечты? Уэмбли. Нет. Олд Траффорд. А, Манчестер Юнайтед. Я не хотел это говорить, я хотел вообще другое сказать. Ну что ж, друзья, вы понимаете, да, что Еламан вас очень сильно обгоняет, ну, как, на 6 баллов. Шансов же там. Чтобы вы понимали, после этого раунда кто-нибудь один из вас вылетает. И в финале остаются всего двое. Поэтому вам очень важно сейчас набрать хоть какой-то балл, чтобы составить конкуренцию Еламану. Амир, следующий вопрос для тебя. Иконы 3. Иконы 3. Какой футболист забил больше всех голов в истории чемпионатов мира? Ну. Да скажи. Амир, Ну, наверное, что просто. Не знаю, Лев. итак, Амир, ответ. Может быть, предположь кого-нибудь, это сработает, кто знает. Роналдо. Роналдо. Правильный ответ – Мирослав Клозе. Аж, Ёпта. кто вообще? Мне этот... Рекордтар 2. Рекорды 2. Кто забил самый быстрый гол в истории чемпионатов мира? Так, я что-то подох. Чемпионатов мира. Нет. Закрой рот, я- какой месяц? Месси даже на первой минуте не забил. Сейчас скажу. Так. Просто предположу. Да. Кто забил так? Да вспомните, кто забил так. Сейчас, пару секунд. А известный, нет? Футболист. Я По-любому. не интересуюсь футболом, поэтому я вообще не знаю никого, кроме суперзвезд. Ну, значит, не прям. Так. Пусть будет. Там Мбаппе какой-нибудь, я не знаю, вообще в голову не Мбаппе. Итак, правильный ответ. Это главное, что Мбаппе скажет. Хакан Шукюр, Турция. На 11-й секунде чемпионат мира 2002 года. Ну, зато хоть что-то новое узнали, да? Едем дальше. Алмаз, твой вопрос. Клубы 1. Дружище, ты понимаешь свое положение? Ну ладно. Ну, если в целом ты 1 балл заработаешь, ты опередишь. Да, и, да. Да, один. Клубы один, да? Тихо, Клубы иначе будет 1. дальше. И то есть это работает. Какая команда удерживает рекорд по количеству набранных очков в сезоне АПЛ? Типа в общем за все сезоны? Или И за один сезон максимально и в целом Манчестер Сити? Сколько очков? Ну, в целом ответ засчитывается, и он правильный. 100... Сейчас. 100 правильно, 100 А, очков. 100? Да. Итак, 1 балл заработал себе Алмаз. Амир, ты потонешь, если сейчас не обгонишь его. Стадионы 1. Смотри, стадион 1, ты сейчас, возможно, ответишь правильно. Когда очередь дойдет до Алмаза, он 1 выберет и ответит правильно, у него станет 2 балла, а у тебя останется 1. Поэтому тебе нужно либо рисковать, либо Нет.
Да, тихо, дайте. Стадионы один, да? Называть, давай, да. Ну что ж, внимание, вопрос. Домашний стадион клуба Атырау. Как он называется? Я знаю. Я тоже знаю. Я знаю. Я тоже знаю. Можно? Нет. Так не засчитается? Не, просто можно сказать? Сейчас пусть он... Мунайши, это правильный ответ. Ты заработал 1 балл. Отлично. Что-то такое. Роман? Рекордтар 1 давайте. А чё я Рекорды 1. Итак, вопрос. Какой самый молодой игрок, забивший гол... Кто самый молодой игрок, забивший гол на чемпионате мира? Сколько вам лет? 17. 16, 17. Итак, Илман? Ну, Килиан Мбаппе. Правильный ответ – Пеле. В возрасте 17 лет он забил свой первый гол в чемпионате мира. Я забыл, что двигаться. Итак, Алмаз. Иконы 1. Иконы 1. Ну ты что, помнишь, кто-то 1 не взял это? Какой футболист имеет прозвище «Феномен»? С трепетом смотрит. Ты, видимо, знаешь ответ, да? Нет. Да? Феномен. Типа молодой перспективный. Есть вариант Алмаз? Ямаль. Не знаю. Ямаль. Правильный ответ – Роналдо. Не знаю, просто. Ну что ж, друзья, Не можно. теперь нам непонятно, кто из вас пройдет в 4-й раунд, потому что у тебя 1 балл, Нет, и у еще тебя же есть 1 там, балл. Там же еще есть. Я думаю, что сейчас мы сыграем без Еламана. Еламан уже автоматически прошел. Ты попробуешь ответить на вопрос Амир. И ты, Алмаз. Хорошо. Мир. Итак, Амир, Давай, рискни. Рискнуть. Клубы 4. клубы 4. Ничего себе. Возможно, он бы тоже не ответил, но он сейчас выберет что-то легкое и быстро ответит. И... Ну давай попробуем. Клубы 4. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Какая команда в Германии играет на Signal Iduna Park? Иду на парк. Iduna Park. Signal Iduna Park. Скажи на рандом. Много ли ты немецких команд знаешь? Киоль там какой-нибудь. Айнтрахт. Или как это команда? Айнтрахт, да, правильно. Да. Вроде да. Боруссия. Айнтрахт. Вопрос принимается. Правильный ответ – Боруссия Дортмунд. Чё там? Блин. Я просто как-то циркур чекал, там что-то было. такое. Итак, Алмаз. Че я хотел? Можно на одну отвечу? Стадионы 3. Стадионы 3. Зачем-то Алмаз тоже решил рискнуть, хотя ему достаточно всего 1 балла, чтобы А там- пройти дальше. Нету. Да. Там 3 и 4 так. Вот оно что. Окей. Стадионы 3. На каком стадионе играет сборная Англии? Уэмбли? И это правильный ответ. Пока. Ну ладно. Алмаз проходит на следующий раунд, а Амир нас покидает. Все, он уходит сейчас. Да. Салам алейкум. Спасибо, Амир. Пока скажу, да. Спасибо. Все, мы тебе Отлично. Давайте посмотрим. Fergie time. Sir Alex Ferguson тұсындағы Манчестер Юнайтедтің соңғы минуттағы жеңістерімен танылған кезең. Бұл финал! Қарсыласқа теңесіп, басып озып, күтпеген жеңіске жететін сәт. Бәрі соңғы минутта шешіледі. Жүйке мен эмоцияның нағыз сынағы. Кто сколько ставит? Алмаз, покажи. Точно? Точно. Окей. Мне нельзя рисковать. Ага. Тебе как раз таки только рисковать и можно. Ну, дружище. сейчас первый посмотрим, что там будет. Первый это и последний. Это всего да? один вопрос. А, тогда и на ща этом игра я пойму. закончится. Можете изменить свои ставки. Сейчас.
Это Все, это игра всего закончилась. один вопрос, на этом игра закончится. Всё, Пан всё. или пропал? Ай-яй-яй, мне вообще... А можно, типа, там, вообще не ставить? Ну, Нет, можно, да, но лучше не ставить, да. Короче, я оставляю. оставляешь, окей. Сейчас. Окей. Итак, внимание, вопрос и ответ вы должны записать точно так же в телефоне, отскринить его, увеличить и показать нам на экране. Мгм. Готовы? Да. Только не гуглите, товарищи. Не-не, сейчас. Ну, вот так. Солидно он все. Да, все солидно. Сколько раз и в какие годы Иртыш, Павлодар, становился чемпионом Казахстана? А если, типа, половину назовешь, а не все, засчитается тебе? Даже если одну не назовешь, это не считается. Ёпта. Даже если одну не назову. А если одну назову? Нет, я имею в виду... Я 3 знаю. Я вообще ничего не знаю. Да, так нечестно. Ну, пойдем вдвоем не знаем. Я 2 точно знаю. Я только 2. Я примерно сейчас, короче, напишу. 5. Можешь примерно написать, вдруг стрельнет, кто знает. Сколько звезд там? 5. Нет, тут 5 звезд. Я смотрел клуб. Это же, как его? Это образование, да. Типа одна звезда дается за какое-то количество. Да. О, что в 95 году? Итак, вопрос помните, да? Сколько Да, раз да. и в какие годы Иртыш становился чемпионом Казахстана? Короче, пошел. Там. Все. Ой. Я- Примерно, короче, средний. Вот даже на автобусе написано. Да вообще таким типа. Знал, сколько раз главное, а когда? Готовы? Не, сейчас. Ну, у меня вообще ни один неправильно отвечаю. Одновременно покажем, да? Можешь показывать, какая Я все разница? могу показать. Да, можешь показывать. Итак, вариант Иламана. Можешь еще увеличить и повернуть этот Короче, телефон. вот раз. Ага. Неправильно, да? 2. Так, подожди, я сейчас сравню. Ага. А сейчас это сделаю. Можешь назвать просто. Вот. Итак. Непонятно? А у тебя 4 цифры написаны, да? А, это 4. А ладно, 4 пусть будет. Если хотя бы 4 лет, я 5 напишу правильно. Понял. Алмаз. 4. Первое, Угу. второе, Ага. третье, Угу. четвертое Угу. и... Сейчас. Что научил, кажется. Я не заскринил просто. Иламан, кажется, себя уже максимально комфортно чувствует здесь, судя по тому, как он разместился на своем стульчике. Вот. Ага, понятно. Итак, друзья, победителем по итогу этой игры становится Иламан. А какие года, можете сказать? Года ни у кого неправильные. Иламан Очки. поставил 2 очка и остался с 6 очками, верно? А у тебя все у него там минус чем-то. Да? Да. Он ставил 3 очка и остался с 1 очком. А, 1. Правильный ответ. Иртыш становился чемпионом Казахстана 5 раз. В 93-м, 97-м, 99-м, 2002-м и 99-м. 2003 годах. 99 я угадал. Я 2002-2003. Ну, 95-м только же. А, это эмблема такая поменялась. На этом наше шоу завершается. Поздравляем Еламана. Остальным ребятам желаем удачи. Еламан, ты у нас участвуешь в битве умнейших футболистов, которая пройдет позже. Мы тебе приглашение обязательно вышлем. Это будет отдельное мероприятие, в которое
ради которого просто приедут все футболисты, которые победили в этом шоу. Играйте головой. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Пока. Все, кайф, спасибо, друзья.